Ажиотаж вокруг подготовки детей к школе завершился 1 сентября. Вот подготовка к учебному процессу все еще в активной фазе. По привычной схеме несколько первых адаптационных недель направлены на организацию учебного процесса, где главный фактор – обеспеченность учащихся учебной литературой. В соответствии с программой учебники выдает школьная библиотека совершенно бесплатно. В данном случае речь идет о книгах абхазских издательств. Что касается учебников, издаваемых в России, то в этом году Министерство просвещения обеспечило и ими учащихся 5-7 классов. В конце прошлого учебного года мы получили по заявкам, конечно, учебники Российской Федерации, которые были направлены непосредственно через Министерство просвещения напрямую в школы. Все школы получили эти учебники. Естественно, на местах должны они доработать, поставить печати, чтобы уже не выносили на рынок продажи, сбыта. Поэтому я думаю, что тут ответственность несет уже сама школа и библиотека. Однако, к примеру, в 15-й школе ученики остаются без книг. С 8 класса начиная никому не выдали книги, только абхазские. Вот я ищу книги для ребенка, школа началась, учебный процесс начался, ищу книги, даже в продаже нету их. Какой класс? 8 класс. И в наличии нету, и очень дорого стоят учебники. Все учебники, если купишь, это 15 тысяч где-то обходится. А помимо учебников тоже тетради, ручки. Между тем, в интернете на различных сайтах объявлений сообщается о продаже учебников. Их можно найти и на прилавках у книжных продавцов. Но вопрос в том, зачем покупать, когда школьник вправе получить их бесплатно. Для абхазских школ у нас нету ничего в наличии. Мы и не принимаем, которые приносят нам родители, может, там с библиотеки не сдали или что. Это мы не принимаем. Там печать стоит? Там печать стоит. И на 1-й, и на 17-й странице. Мы это не принимаем. А случаи были? Да, которые приносили, да, мы говорим, возвращайте. Правда, многие говорят, ой, извините, я не заметил, я верну в школу. По словам продавцов книжных магазинов, с просьбой реализовать уже ненужные книги к ним порой обращаются как школьники, так и их родители. Нередко лист с печатью школьной библиотеки чудесным образом исчезает или сама печать стирается обычным ластиком. Так, книги, которые должны были бесплатно попасть в руки учащимся одной школы, оказываются у других за деньги. Да, учебники всегда брала, сдавали, но в этом году обещали детям выдать бесплатно учебники. Я их на реализацию не брала, да. Но какие-то знакомые приносили, вот коробочки, что-то осталось, вот так вот. Но спрос большой, потому что не все дети получили учебники. Назвать точные сроки поставки в школы недостающих учебников в Управлении образования столичной администрации затрудняются. По факту прошлого года мы учебники получили по контингенту, а детей-то выросло, контингент по факту прошлого года выросло, в этом году увеличилось. Исходя из этого, в каких-то школах, конечно, дети недополучили учебники, но мы уже заявку дали в Министерство образования, те учебники, которые нам не хватило по школам, мы надеемся, что мы их получим. Справедливости ради нужно отметить, что ситуация с нехваткой учебников наблюдается не во всех школах. Со слов заведующей библиотеки Сухумской 4-й школы, здесь ученики старших классов обеспечены всеми книгами. А в 1-й школе другая проблема. Ученики возвращают в библиотеку выданные им учебники. Английский, история, учебники просто не подошли для нашего уровня класса. Надо сдать сейчас книги. У нас уже новые книги, мы сейчас по ним будем заниматься. Школа выдала или? Нет, там одна книга была уже с прошлого года у 8 классов, а другая книга по истории, она тоже была, только в 6 классе была пройдена. Почему так вышло, что по учебникам, которые ранее были утверждены программой, теперь преподаватели отказываются работать? Не все педагоги сразу могут открыть этот учебник и заниматься по новой программе. Но, тем не менее, уже доработана история России, вот доработали руководители, специалисты управления образования. Математику нам доработали в Министерстве просвещения, секционные занятия проходили для преподавателей, для того, чтобы заниматься этими учебниками. По химии доработан, по биологии. То есть у нас несколько предметов, которые нужно доработать. Учителя, которые отложили эти учебники, в любом случае мы должны вернуться, да.
Изучить эти книги, разработать методику, внедрить — приоритетная задача педагогов. А что касается дефицита учебников в некоторых школах, руководство управления образования столицы обещает, что данная проблема в ближайшее время будет решена. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.